Добрый день, уважаемые коллеги. Наверное, уже надо начинать. Время дорого, у всех дела. Сегодня мы собрались на очередную лекцию по поводу профилактики коррупционных правонарушений. Представлюсь, кто меня не знает. Меня зовут Казакова Лариса Анатольевна. Я старший преподаватель кафедры государственно-правовых дисциплин Юридического института Сыктывкарского университета имени Петерима Сорокина. Занимаюсь вопросами противодействия коррупции уже достаточно долгое время, как практик. И сейчас в университете не только читаю эти дисциплины, которые связаны с противодействием коррупции, но и являюсь ответственным за профилактику, должностным лицом, ответственным за профилактику коррупционных и иных правонарушений в университете. Сегодня, как мы уже договорились, прошу прощения, здесь что-то как-то не так. Сегодня мы договорились, что лекцию мы немножко сузим, поскольку тема противодействия коррупции, она очень-очень обширная, и говорить о ней можно очень много. Сегодня мы поговорим про один из аспектов противодействия коррупции – это урегулирование конфликта интересов. Что это такое, что это за понятие, как его можно урегулировать, вообще попытаемся разобраться в этом понятии. Хочу сказать, что это понятие, конечно, для законодательства не новое. И это понятие встречается в различных законодательных актах, и для некоторых категорий есть особенные понятия конфликта интересов, о чем мы сегодня тоже поговорим. Предотвращение и урегулирование конфликта интересов являются одним из наиболее действенных антикоррупционных механизмов. Значимость этого механизма, она подтверждается в том числе и национальным планом противодействия коррупции, последним, который содержит ряд мер, которые направлены на повышение его эффективности. Хочу отметить, что вот этот механизм достаточно эффективно реализуется в сфере государственного муниципального управления, да, то есть в отношении лиц, замещающих государственные муниципальные должности, государственных муниципальных служащих. За 12 лет с момента принятия федерального закона о противодействии коррупции, который в 2008 году был принят, уже оформилась нормативно-правовая база в отношении урегулирования конфликта интересов, уже есть достаточно объемный опыт правоприменения, выпущен ряд методических указаний по данному вопросу, и определены типовые случаи конфликта интересов. Что касается образовательных организаций, обязанность принимать антикоррупционные меры, в том числе меры по урегулированию конфликта интересов, возникли позже, чем закон был принят в 2012 году, когда в этот федеральный закон была внесена отдельная статья 13.3. Это как раз обязанности организации принимать меры по противодействию коррупции, в том числе по урегулированию конфликта интересов. С целью оказания методической помощи в части разработки и принятия мер по противодействию коррупции, в том числе в регулировании конфликта интересов, Министерство труда и социальной защиты России, которое является органом, который как раз занимается методическим обеспечением этой деятельности, выпустил методические рекомендации, в соответствии с которыми, в принципе, все образовательные организации и осуществляют свою деятельность. Но хочу отметить, что все-таки методические рекомендации, это методические рекомендации есть, пока их не будешь применять на практике, в общем-то, никакого результата от этих методических рекомендаций нет. Мы в университете тоже этим давно занимаемся, в том числе, да, и мы разработали свою систему, несколько отличную от этих метод рекомендаций, которая показала свою эффективность на практике в части регулирования конфликта интересов. Вообще сегодня в образовательных организациях разработан целый комплекс локальных нормативных актов в сфере противодействия коррупции. И у вас, что это такое, не хочет работать, в том числе и у вас в вашем институте, я посмотрела у вас на сайте, эти локальные нормативные акты размещены, в том числе у вас есть положение по урегулированию конфликта интересов. Есть должностные лица, которые отвечают за профилактику. Отмечу,
при этом, что если для большинства государственных и муниципальных органов эта работа уже является привычной, она не вызывает никаких особых интересов, там уже механизм отлажен, то для организации сферы образования разработка и реализация мер, которые направлены на урегулирование конфликта интересов, вызывает ряд затруднений. Поэтому сегодня мы попытаемся разобраться с понятием конфликт интересов и механизмом его регулирования. Что же такое конфликт интересов? Здесь на слайде приведено определение, которое в законодательстве о противодействии коррупции сейчас есть, немножко в сокращенном виде, но как бы для удобства восприятия. Что же такое конфликт интересов? Конфликт интересов – это ситуация, при которой личная заинтересованность, прямая или косвенная работника, влияет или может влиять на надлежащее объективное беспристрастное исполнение должностных служебных обязанностей. Сразу скажу, что конфликт интересов – это не преступление и даже не правонарушение. Это ситуация такая предкоррупционная, так будем говорить, да. Поэтому мы сейчас говорим об урегулировании этого конфликта интересов для того, чтобы он не привел к более тяжелым уже последствиям, которые можно назвать уже правонарушениями. Как уже законодатель, да, уже сказала, он связывает конфликт интересов с личной заинтересованностью. Вот здесь тоже дано определение личной заинтересованности. Это, можно сказать, ключевая категория вот в этой всей сфере регулирования. Личная заинтересованность рассматривается законодателем как... Прошу прощения, сейчас... Попытаемся исправить. Назад. Личная заинтересованность рассматривается законодателем как возможность получения работников дохода в виде денег, иного имущества, услуг имущественного характера, результата выполненных работ или каких-то выгод для самого работника и состоящим с ним в близком родстве или свойстве лицами. Да? Тут целый перечень, да, указан, с какими именно родственниками, гражданами, организациями, с которыми указан работник или лица, которые состоят с ним в близком родстве или свойстве, связаны имущественными, корпоративными или иными близкими отношениями. Отметим, что нормативное определение конфликта интересов и личной заинтересованности основывается на понятии коррупция. Во взаимосвязи эти нормы подразумевают извлечение или возможность извлечения из конфликтной ситуации какой-либо выгоды. На слайд-шоу пока. Продолжу пока, значит, да. Какой-либо выгоды. Соглашусь, что материальная заинтересованность является основным признаком конфликта интересов, но не единственным. Конфликт интересов может проявляться и в стремлении неких лиц получить выгоду неимущественного характера, которая обусловлена, например, такими побуждениями, как карьеризм, семейственность, желание приукрасить действительность, получить какую-то взаимную услугу, заручиться поддержкой. То есть не всегда конфликт интересов связан с получением реальных каких-то доходов или имущества. Но тем не менее судебная практика показывает, что суды, рассматривая вопросы коррупционных преступлений, которые в том числе связаны с возникшим ранее конфликтом интересов, всегда учитывают только материальную сторону. Если никто ничего не получил, никаких доходов, никаких денег, никакого имущества, это преступление не может рассматриваться как коррупционное. Да, это уже несколько другая сфера. При этом хочу вам сказать, что никоим образом, сама как работник образования, не хочу никого, как сказать,
не запугать, да, не у кого-то подозревать, да, в том, что у нас какие-то конфликты интересов. Мы сейчас говорим о том, что эти конфликты интересов могут быть, да, и наша задача понять, в каком же месте они могут быть, да, какая такая сфера, где может возникнуть конфликт интересов, и сделать все возможное для того, чтобы этого конфликта интересов не было. Хочу отметить, что круг лиц, которые обязаны принимать меры по регулированию конфликта интересов, он определен в законе о противодействии коррупции. В число этих лиц входят и работники организаций, которые созданы для выполнения задач, поставленных перед федеральными государственными органами. Ну, например, все вузы федерального значения как раз являются такими организациями. Полагаю, что и в отношении организации, которые подведомственны, да, органам власти и субъектов Российской Федерации, тоже существует такой перечень. И исходя из этого перечня, уже каждая организация самостоятельно устанавливает круг лиц, в отношении которых она распространяет эту обязанность урегулирования конфликта интересов. У нас в университете под понятие урегулирования конфликта интересов подпадают все работники университета, независимо от их должности, от их подчиненности, и независимо педагогический это работник, либо административно-хозяйственный работник. Кстати говоря, у вас в КРИРО установлена та же самая система. Я посмотрела ваше положение об урегулировании конфликта интересов. Ваше положение распространяется также на всех работников института, независимо это ректор, либо там работник, который замещает какую-то должность какого-то специалиста какого-то отдела. Вот в связи с этим, да, какая же ответственность, вернее, не ответственность, пока не об ответственности мы говорим, а что же нужно делать работнику, если он считает, что у него возникает личная заинтересованность. Или, возможно, он предполагает об этом. Да? Закон трактует это совершенно однозначно. В случае возникновения личной заинтересованности, которая приводит или может привести к конфликту интересов, работник обязан проинформировать об этом работодателя в письменной форме. Для этого в локальных актах разработаны формы уведомлений. В вашем положении, которое я посмотрела, у вас эта форма уведомления тоже есть. То есть если вы предполагаете, что у вас может возникнуть личная заинтересованность, вы обязаны проинформировать об этом работодателя в письменной форме. Сразу же, как только у вас это подозрение, да, возможно, что оно у вас есть, вы обязаны сделать определенные действия. Ответственность. Непринятие лицом, являющимся стороной конфликта интересов, мер по предотвращению или урегулированию конфликта интересов является правонарушением, влекущим увольнение указанного лица в соответствии с законодательством Российской Федерации. Вот смотрите, вот эта норма, она закреплена во многих законах, в том числе и в Трудовом кодексе сейчас. Здесь речь идет о чем? За сам конфликт интересов наказать нельзя. То есть еще раз повторю, что конфликт интересов – это не нарушение, это не правонарушение, не преступление. А вот если лицо, которое является стороной конфликта интересов, не примет мер по его урегулированию, да, в данном случае, если вы не заявите о возможном конфликте интересов, вот именно эта ситуация влечет увольнение. Причем законодатель об этом говорит совершенно однозначно. Здесь даже нет никаких других видов дисциплинарных взысканий. Увольнение сразу. То есть вы знали, что у вас возникает конфликт интересов, и вы ничего не сделали для того, чтобы его урегулировать. Вот эта ситуация влечет конфликт интересов. Поэтому, конечно же, в интересах всех работников, как только выявляется конфликт интересов у вас, да, надо об этом сказать и этот вопрос отрегулировать до того, как у вас может возникнуть уже ситуация, которая может быть связана потом с правонарушением. То есть мы говорим о том, что урегулирование конфликта интересов – это такая предупредительная работа, да, профилактическая работа. Кстати говоря,
вот все комиссии, которые мы об этом чуть позже поговорим, комиссии, которые занимаются как раз вопросами рассмотрения таких заявлений, они работают на заявительном порядке, да, то есть они работают, как только поступает заявление, да, о том, что у данного лица возможен конфликт интересов, вот они его рассматривают. У комиссии вообще ни у кого, да, и у руководителя нет такой обязанности этот конфликт интересов выискивать, да, то есть, ага, вот я думаю, что вот тут вот есть, да, то есть каждый человек принимает, каждый работник эту ответственность несет самостоятельно, и так трактует закон. Если он об этом знает и не предпринимает мер, значит, у него есть такая вот мера ответственности. Кстати говоря, мы говорим сторона конфликта интересов. Вот на государственной, гражданской и на муниципальной службе, вообще в госуправлении, там ответственность наступает также, кстати говоря, и у работодателя, который узнает о том, что у его работника, подчиненного, возникает ситуация конфликта интересов, и он не предпринимает мер, он точно так же может быть уволен. Да? Вот здесь вот в отношении организаций, в том числе образовательных организаций, все-таки не так жестко, да, там про работодателя ничего не говорится, здесь говорится только про работника, ну, про любого работника, у которого возникает такая ответственность. Никого не хочу запугать, но, кстати говоря, уже правоприменительная практика по поводу увольнения в Российской Федерации, вот именно увольнение за непринятие мер, за урегулирование конфликта интересов уже есть. В основном, конечно, это практика в отношении государственных и муниципальных служащих, но вот мы в прошлом году как раз заинтересовались, уже есть практика по регулированию, за непринятие мер по регулированию конфликта интересов в отношении работников здравоохранения. В том числе там есть такой случай, когда уволили одного из главврачей одной из больниц субъект. Это не наш субъект. Вот, то есть эта практика есть. Как только возникает какой-то такой случай, да, это потом уже может нарастать, и дальше вот уже есть какая-то практика, да, это можно уже повторять. Никого ну, как бы повторяя, никого не хочу запугать, но законодатель трактует вот сейчас эту ситуацию именно таким образом, что каждый человек сам должен понимать, что у него такая ситуация может возникнуть. Когда же может возникнуть такая ситуация? Перейдем уже к конфликту интересов педагогического работника, да, уже ближе, как говорится, к теме, поскольку конфликт интересов педагогического работника – это несколько уже другой вариант, поскольку то определение, которое мы говорили, оно касается, указано в Федеральном законе о противодействии коррупции, оно касается всех, да, всех работников, всех отраслей. Но в некоторых специальных законах есть отдельное определение, в том числе и в законе об образовании, есть такое понятие конфликт интересов педагогического работника. Да? Оно примерно схоже с тем, да, по существу схоже, да, с некими просто как бы уточнениями. Да? Здесь речь идет только про педагогических работников, которые при осуществлении профессиональной деятельности, вот, у них может тоже возникнуть личная заинтересованность. Причем здесь противоречие между личной заинтересованностью и интересами обучающихся там родителей. Да? Конечно же, вот это понятие конфликта интересов, оно уже, чем то понятие, которое я первое приводила, поскольку здесь речь идет только, предполагает участие в этом конфликте только педагогических работников, ну и, кстати, не только которые выполняют обязанности по обучению и воспитанию, да, а также лиц, которые имеют полномочия по организации образовательной деятельности, то есть руководители образовательных организаций. На наш взгляд, вот законодатель, который закрепил на уровне федерального закона это понятие конфликт интересов педагогического работника, обоснованно хотел подчеркнуть о том, что образовательный процесс в силу его специфики сопряжен с существенными коррупционными рисками. Как отмечается во многих источниках, коррупция в сфере образования, к сожалению, да, мы об этом констатируем, достигла огромных масштабов и давно вышло число первостепенных проблем отрасли.
В 2018 году, это последнее было исследование, которое ВЦИОМ проводил по уровню коррупции в образовании. Образование входит в пятерку наиболее коррумпированных сфер, в том числе с медициной, с ГАИ, сферой ЖКХ, судебной системой, прокуратурой. Соответственно, вот эта разработка мер, которые направлены в том числе на предупреждение и регулирование конфликта интересов, конечно, будет способствовать минимизации коррупционных проявлений. Вот рассматривая два эти понятия, конфликт интересов в общем смысле и конфликт интересов педагогического работника, в образовательной организации всегда встает вопрос, а в локальных нормативных актах образовательной организации какое из этих понятий принимать, да, или тот, либо другой, и там федеральный закон. Но мы поступили таким образом, и, в общем-то, везде, когда вот я читаю, мои коллеги читают такие лекции на курсах повышения квалификации для работников образовательных организаций, мы рекомендуем поступить таким образом. Поскольку в образовательных организациях помимо педагогических работников существуют должности научных работников, административно-хозяйственных, там, производственных, там, инженерно-технических, предположим, там, иных там работников, мы полагаем, что надо применять и то, и другое понятие, регулировать его разными локальными актами, что мы, собственно говоря, и делаем. То есть для педагогических работников мы принимаем вот это понятие, эту дефиницию конфликта интересов педагогического работника. Для всех остальных работников мы руководствуемся федеральным законом о противодействии коррупции и регулируем возникающие ситуации конфликта интересов именно на основании вот закона о противодействии коррупции. Хочу отметить, что вот типология, да, то есть как бы типовые случаи конфликта интересов в сфере образования своего закрепления не нашла. Вот данное обстоятельство можно объяснить тем, что вот разработка, внедрение мер по предотвращению и регулированию конфликта в образовательных учреждениях находится пока еще, как говорится, в начале своего развития. И правоприменительная практика, как я уже сказала, пока не очень еще сформировалась. Если в государственном муниципальном управлении эта практика уже наработана, и Министерством труда и социальной защиты был разработан целый перечень типовых ситуаций конфликта интересов, то для образования вот это еще, вот эта деятельность министерства еще впереди. Но тем не менее, вот этот обзор типовых ситуаций конфликта интересов, общий который, да, его можно применить и для образовательных организаций в каком-то смысле. Вот. Ну и все-таки эти типовые ситуации, да, они вообще-то общеизвестны, они законодательно не закреплены, да, их можно закрепить в локальных нормативных актах образовательных организаций. То есть, ну, прямо всем показать, какие возможны, чтобы все работники образовательной организации знали об этом, да, какие возможны типовые случаи конфликта интересов. Ну, например, да, я как пример привожу, на самом деле их гораздо больше, да, это некие области регулирования, у которых возникновение конфликта интересов является наиболее вероятным. Это не только для образовательной организации, это, в общем-то, для всех, да. Когда выполняется отдельная функция управления в отношении родственников или иных лиц, с которыми связана личная заинтересованность. Ну, функция управления может быть самой различной, да, мы здесь говорим, это и распределение, может быть, каких-то имущественных там благ, там финансовых каких-то потоков, да, и так далее. Ну, всякие возможно. Второй, это самый как бы такой распространенный, это принятие кадровых решений, да, в отношении родственников и иных лиц. Повторю, это не только касается образования, и скорее это не касается педагогических работников, да, это касается именно административно-управленческого звена, ну,
на которых возложена отдельная функция управления или какие-то кадровые решения. Понятно, что педагогический работник никаких функций управления в отношении родственников, да, или каких-то кадровых решений в отношении кого бы то ни было он не применяет. А такое административно-хозяйственное звено, конечно же, есть такая, да, вероятность возникновения конфликта интересов. Либо значит, такой, да, как получение материальных благ, услуг или иного преимущества от сторонней организации, которая имеет деловые отношения с образовательной организацией, либо намеревается установить такие отношения. Здесь мы говорим о работе с контрагентами. Но это, конечно же, тоже касается административно-хозяйственного звена. Здесь бы я, да, и получение подарков. Ну, здесь получение подарков имеется в виду получение подарков от подчиненных, либо иных каких-то работников, ну, в отношении которых, например, выполняются некие какие-то управленческие функции. Но кроме этого достаточно много еще других таких областей регулирования. Ну, например, когда работник образовательной организации использует информацию, которая стала ему известной в ходе выполнения трудовых обязанностей в целях получения выгоды для себя, ну или для каких-то третьих лиц. Или выполнение трудовых обязанностей работника, тоже не редкость, связано с подчиненностью или подконтрольностью лиц, которые с ним связаны родственными отношениями или свойственными отношениями. Но это не исчерпывающий перечень. Мы сейчас говорим о некоторых областях, в которых возникновение конфликта интересов является наиболее вероятным. Но этим, конечно же, не исчерпывается. В связи с этим можно определить наиболее коррупциогенные сферы деятельности. Это, опять же, не относится к педагогическим работникам, это ко всем, в том числе в образовательной организации. Это, в общем-то, не секрет. Это самые коррупциогенные сферы. Это размещение заказов на поставку товара, выполнение работы, оказание услуг для государственных нужд, государственных муниципальных нужд. Мы все знаем об этом прекрасно, что сфера закупок, несмотря на то, что здесь уже новый закон вроде вышел, но тем не менее размещение заказов на поставку товаров является самой коррупциогенной сферой. Второе – это осуществление государственного надзора и контроля. Я так полагаю, что есть такие, ну это скорее такие специфические, да, органы больше здесь задействованы, чем образовательная там организация. Но тем не менее какая-то надзорная деятельность, вполне контрольная, да, деятельность ими также осуществляется. И вот одно из таких тоже таких известных, да, это вот ну, распределение средств, да, бюджетное ассигнование, ну, в общем, везде, где есть какие-то имущественные, денежные отношения, везде есть такая возможность какого-то конфликта интересов. Мы говорим коррупциогенно, это не означает, здесь уже преступление кроется, да, коррупциогенно означает возможно, да, возможно возникновение некоего конфликта интересов. Это как бы к административному, да, к административно-хозяйственному персоналу, к управленческому персоналу. Кстати говоря, у вас в КРИРО разработана карта коррупционных рисков. И от размещения заказов на поставку товара, выполнение работы, оказание услуг, вот там, кстати, указано как одно из наиболее вероятных, да, областей, где возможны коррупционные риски, то есть возникновение неких ситуаций. У вас, кстати, карта коррупционных рисков достаточно простая, да, вот, ну и хорошо, что простая, да, вот, на самом деле коррупционные риски в сфере размещения заказов, их можно, если углубляться, можно расписывать там до ядра земли. Очень-очень много там рисков коррупционных. Что касается определения ситуации конфликта интересов педагогического работника, то федеральный закон об образовании в Российской Федерации называет только один случай конфликта интересов. Он прямо об этом говорит. Это когда педагогический работник оказывает платные услуги обучающимся в организации, где он работает.
Это ситуация конфликта интересов, которая должна разрешаться. В то же время исследователи рассматривают и иные случаи возникновения конфликта интересов педагогического работника, в которых можно, да, педагогу можно оказаться в процессе выполнения своей профессиональной деятельности. И в этой связи предотвращение конфликта интересов имеет большое значение в части наличия понимания участниками этой ситуации, да, что педагогический работник понимает, что он попадает в такую ситуацию, и здесь возможно возникновение конфликта интересов. В качестве неких ситуаций конфликта интересов здесь я назвала. Во-первых, педагогический работник выполняет свои профессиональные обязанности в отношении родственников или иных лиц, с которыми связана его личная заинтересованность. Здесь возможен конфликт интересов. Либо педагогический работник осуществляет репетиторство у своих студентов, либо обменивается, в кавычках обменивается с коллегами, не успевающими студентами. Да? Типа он не успевает, ты его подтяни, а я подтяну твоего не успевающего студента. Или когда педагогический работник манипулирует оценками обучающихся за материальную или иную выгоду, да, занижая оценки и повышая их за какую-то определенные какие-то услуги. Педагогический работник за плату предоставляет обучающимся контрольные работы, выпускные квалификационные работы, рекомендует в кавычках, да, приобретать его научные труды, там сборники работ, книги, там монографии и так далее. Это тоже ситуация конфликта интересов, которая тоже должна разрешаться в установленном порядке. И ряд еще других, да. Участвует там в жюри конкурсных мероприятий, олимпиад, в которых принимают участие обучающихся, либо достаточно распространенная, это так называемая бытовая коррупция, когда педагогический работник не бескорыстно использует возможности родителей обучающихся. Но это, конечно же, не исчерпывающий перечень ситуаций конфликта интересов. Вообще наличие конфликта интересов в образовательной организации допускает возможность получения образования, которое является общественно значимое вообще-то благо, да, через призму отношений купли-продажи, да. Здесь всегда кто-то что-то продает, кто-то что-то покупает. Продаются книги, работы, оценки, знания продаются, да. Кто-то является покупателем, а кто-то является продавцом. При этом существует возможность педагогическому работнику извлечь выгоду за счет использования своего должностного положения как педагога, да, за счет выполнения своих профессиональных обязанностей. Это как раз сфера, да, которую нужно регулировать, чтобы каждый педагогический работник понимал, что когда он попадает в такую ситуацию, это, конечно же, недопустимо, и ее надо каким-то образом регулировать. Здесь ситуация, вы знаете, когда мы говорим, как урегулировать конфликт интересов, здесь нет единого рецепта, поскольку в каждом отдельном случае ситуация конфликта интересов разная. Разные люди участвуют, разные ситуации, разные обстоятельства, да, разные мотивы. Да, разные должности, да, разные участники этого конфликта интересов. Поэтому, собственно говоря, для этого в образовательной организации, для урегулирования и для рассмотрения, детального, подробного рассмотрения ситуации конфликта интересов в образовательной организации существует свой определенный механизм, который должен быть обозначен в положении об урегулировании конфликта интересов. Он может называться по-другому, да. Как правило, это положение разрешение конфликта интересов или урегулирование конфликта интересов и так далее. Разные могут быть, да. И создаются в образовательной организации создаются две комиссии, но одна из них создается, вы знаете, по закону. Это комиссия по урегулированию споров между участниками образовательных отношений. Создание этой комиссии регулируется федеральным законом об образовании
образованию в Российской Федерации. Создание этой комиссии является обязательным для образовательных организаций, и в том числе в соответствии с законодательством эта комиссия образуется в целях урегулирования разногласий между участниками образовательных отношений по вопросам реализации права на образование прежде всего, да, но и в том числе в случае возникновения конфликта интересов педагогического работника. Что касается другой комиссии, ну, я ее назвала комиссия там, так как вот она на слайде названа, вот, по соблюдению требований к должностному поведению работникам, урегулированию конфликта интересов, она, возможно, может называться по-другому. Да. У вас, например, в РИРО она называется комиссия по противодействию коррупции. Вот. Я положение, правда, не прочитала, не могу сказать, занимается ли она урегулированием конфликта интересов. Мы в университете создали две комиссии, вот как раз те, которые вот я назвала. Да? Комиссия по урегулированию споров и комиссия по соблюдению требований к должностному поведению работника, урегулированию конфликта интересов. Порядок работы обоих комиссий у нас определен. Для сведения скажу, что комиссия по урегулированию споров образовательных отношений, она у нас ни разу за период своей деятельности не рассматривала вопросы конфликта интересов педагогического работника, а вот комиссия по соблюдению требований к должностному поведению работника в урегулировании конфликта интересов рассмотрела уже достаточно большое количество материалов. Это материалы, которые не касаются педагогических работников, это административно-хозяйственные работники. Да? В основном это вопросы, которые касаются конфликта интересов при возникновении родственных отношений. Ну, фактически все они касаются родственных отношений. Никто у нас в образовательной организации не запрещает, да, в любой другой организации, не запрещает работать родственникам, и мы это прекрасно понимаем. У нас по Конституции свобода труда. Вот. Ну, так получается, что иногда у нас работники занимают должности, ну, где они находятся друг другу подчиненности и подконтрольности, да, где возможно прохождение финансовых потоков, где возможно прохождение договоров различного рода, в том числе и нефинансовых, для того, чтобы не было конфликта интересов именно в отношении конкретных лиц. Вот мы разработали целую систему мер по разрешению этого конфликта интересов. Хочу сказать, что работники не очень хорошо воспринимают, сразу говорю, эту ситуацию, да, если в государственных муниципальных органах это все, знаете, уже все отрегулировано, все налажено, да, никто не возникает, то зачастую в образовательной организации, в том числе и у нас, как только возникает конфликт интересов, и мы об этом говорим, что да, есть конфликт интересов, надо его отрегулировать, воспринимают, что как будто бы мы их уже обвиняем в каких-то преступлениях, да. На самом деле, еще раз, это не преступление, за это наказать нельзя. А вот если человек не примет мер, если он не напишет такого заявления, да, оно не будет в установленном порядке рассмотрено и отрегулировано. После заседания каждой комиссии принимаются определенные управленческие действия, да, кстати говоря, это не просто мы рассмотрели, да, мы практически рассмотрели, сколько мы рассмотрели заявлений, практически везде мы признали, что возможность конфликта интересов есть, да, что она, да, она возможна, и что, каким образом ее можно отрегулировать. Комиссия предлагает меры, руководитель с этим соглашается, издаются локальные нормативные акты по урегулированию конфликта интересов. И, в общем-то, это все решается, ну, в совершенно обычном рабочем порядке. Да. Кстати говоря, и правоохранительные органы, с кем мы постоянно сталкиваемся, с нашей позицией абсолютно согласны, когда они говорят, а вот у вас есть такая ситуация, вы рассматривали на комиссии? Говорю, да, мы рассматривали, вот есть решение, вот есть определенные действия, которые были восприняты, они воспринимают это абсолютно нормально, адекватно. Я думаю, что
может быть, у нас вуз такой большой, и, возможно, у нас много, в обычной образовательной организации, возможно, таких ситуаций, да, где административно-хозяйственный персонал не такой большой, да, допускаю вариант, что там вообще нет конфликта интересов, допускаю, да. Вот, что касается педагогических работников, да, то на самом деле ни разу мы такой вопрос не рассматривали, но повторюсь еще раз, что все это работает на заявительном порядке. Если педагогический работник сам не заявит об этом, комиссия не будет искать. Другой вопрос, что это заявит кто-то стороннее лицо, да, например, студент, да, либо это родитель студента, да. В таком случае вот у нас работает эта комиссия по урегулированию споров, да, но ни разу эта комиссия по урегулированию споров не пришла к выводу, что это была ситуация, как сказать, предкоррупционная, да. Всегда эта ситуация, как правило, ну, не носила такой характер, так будем говорить, ну, денежный, там, имущественный, да. Хотя мы все прекрасно знаем, что и между студентами и преподавателями бывают разногласия, бывают споры, это нормальное явление, да, и не все студенты воспринимают преподавателей одинаково, да, но не надо искать вот за всеми этими разногласиями какие-то коррупционные действия, да. Мы про коррупцию говорим именно вот с точки зрения, возвращаясь к первому слайду, как личную заинтересованность именно в получении каких-то имущественных благ прежде всего, да. Вот, конфликт интересов – это ведь не конфликт трудовой, хочу еще сказать, да, это не спор между работодателем и работником, например, да, все трудовые споры, они разрешаются в совершенно другом порядке. Конфликт интересов – это, знаете, моральный выбор человека, сделать ему в соответствии с законом, да, в интересах своей организации, в интересах, ну, там, не буду говорить высокие слова, там, родины, там, государства, да, вот, или в своих собственных интересах. Вот это вот дилемма, которая встает каждый раз перед любым работником, и в том числе и педагогическим работникам в том числе. То есть либо мы действуем в своих профессиональных, да, интересах, как высококвалифицированный, морально устойчивый, как раньше в советские времена говорили, человек, либо мы что-то себе кладем в карман, либо подразумеваем, что когда-то это возможно. Никоим образом никого не хочу обидеть педагогов, глубоко уважаю педагогических работников, но ситуация сейчас у нас в Российской Федерации в законодательстве складывается таким образом, что вопросы коррупционные, да, они все более, или так мы говорим, антикоррупционные, да, профилактика коррупции, она все больше и больше распространяется на все сферы деятельности. И если буквально несколько лет назад мы даже не думали о том, что нам придется когда-то, да, в образовательной организации заниматься вопросами противодействия коррупции, так как это делали государственные муниципальные органы, то сейчас мы все больше, мы понимаем, и со стороны нашего учредителя все больше запросов, все больше писем, все больше рекомендаций, в том числе и вот по коррупционным рискам, да, по карте коррупционных рисков, очень сложному такому действию, все больше и больше ужесточается у нас законодательство. Поэтому в наших интересах соблюдать все требования и педагогическим работникам, и административно-хозяйственным, там, иным каким-то работникам, да. Несмотря на то, что, повторю, что правоприменительная практика урегулирования конфликта интересов педагогического работника еще не наработана, но несмотря на это, мы все понимаем, что это обстоятельство не может снимать ответственности, да, как образовательной организации в регулировании этого вопроса, так и ответственности каждого работника организации, в том числе педагогического работника, за вот урегулирование конфликта интересов. Если есть какие-то вопросы, я могу ответить. Да, хочу отметить, что в каждой организации, образовательной организации, должен был быть принят ряд локальных актов. У вас он уже
принят. Вот, у меня, кстати, к нему есть замечания, я к вам подойду и выскажу уже, чтобы здесь как говорится, не загружать всех работников, но всех работников образовательной организации я настоятельно рекомендую с этими актами ознакомиться, в том числе и с порядком урегулирования конфликта интересов, с вопросами уведомления о склонении к совершению коррупционных правонарушений. Такой акт тоже есть, когда уже прямо вас склоняют к чему-то, например, к взятке или еще к чему-то. Вы тоже об этом должны уведомить своего работодателя. Вот, и к ряду других документов. У вас есть, по-моему, положение о телефоне доверия, да, куда любой гражданин может обратиться, да, с каким-то вопросом, вот, и так далее. Актов этих сейчас уже в организациях достаточно много. У вас, я думаю, что, кстати говоря, по поводу вот увольнения, да, увольнение за непринятие мер по урегулированию конфликта интересов, да, уволить за это можно, да, при этом суд принимает во внимание одно обстоятельство, что этот работник должен быть уведомлен о порядке урегулирования конфликта интересов, который принят у вас в организации. В связи с этим Министерство труда, оно рекомендует включать в трудовые договоры работников такое обстоятельство, что они должны быть знакомы, да, с положениями локальных актов организации, со всеми локальными актами организации, которые касаются противодействия коррупции, всех работников знакомить под роспись. Да. Ну, в общем-то, собственно говоря, мы этим занимаемся. У нас во все трудовые договоры со всеми работниками университета антикоррупционные нормы введены, для административно-хозяйственного аппарата еще и дополнительные, да, дополнительные антикоррупционные меры, они тоже в трудовых договорах есть. Со всеми локальными актами, даже с изменениями, со всеми мы всех знакомим под роспись. Не с целью того, что вот мы кого-то хотим уволить, да, а с тем, чтобы работники понимали всю ответственность за то, что они должны урегулировать конфликт интересов прежде всего. Вопросов нет, да? Если есть вопросы, можете подойти индивидуально. Спасибо.